Это новости экономики в прямом эфире на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило рейтинги Якутии и ее облигаций на умеренно высоком уровне кредитоспособности и изменило прогноз с негативного на стабильный. Изменение прогноза по кредитному рейтингу обусловлено ожиданием стабилизации операционного баланса региона в 2019 году и избавлением от просроченной кредиторской задолженности. Агентство отмечает, что сохранение высоких дивидендных выплат позволит удержать операционный баланс в 2019 году на сопоставимом уровне, даже несмотря на прогнозируемое снижение поступлений по налогу на прибыль. Отметим, что стабильный прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12-18 месяцев. Якутнедра планирует взыскать с Росгеологии треть стоимости контракта на изучение Якутской площади. Управление направило в арбитражный суд региона заявление о взыскании с Росгеологии более 283 миллионов рублей, следует из картотеки арбитражных дел. Ведомство намерено взыскать пеню по государственному контракту, заключенному в июле 2017 года. По данным аналитической системы Spark Interfax, тогда стороны заключили контракт на сумму свыше 800 миллионов рублей на проведение комплексных геофизических работ с целью оценки перспектив нефтегазоносности и локализации прогнозных ресурсов на Якутской площади. Сообщалось, что работы в рамках контракта необходимо выполнить до конца ноября этого года. Якутская площадь располагается в пределах ресурсных резерватов республиканского значения Кенкеме, Харыялакский, Джерано, природного парка Ленские столбы и ресурсного резервата Бесчагда в Намском районе. Площадь изучаемого объекта 15 691 квадратный километр. Роструд создал рейтинг высокооплачиваемых вакансий для каждого региона России. На государственной базе вакансий «Работа в России» собраны актуальные предложения трудоустройства, и пользователи могут ознакомиться с наиболее привлекательными в части размера заработной платы вакансиями в своем регионе. Топ-5 таких предложений формируется на основании данных, которые предоставлены на «Работе в России» и обновляется ежедневно в режиме онлайн. Пользователь может самостоятельно выбрать необходимый ему регион и, кликнув на заинтересовавшую его вакансию, перейти на страницу выбранного предложения и отправить свой отклик. Так, например, в Якутии и Ханты-Мансийском автономном округе представлены вакансии для специалистов в сфере промышленности. Они могут претендовать на зарплату от 200 тысяч рублей. На зарплату до 100 тысяч рублей могут претендовать врачи различных специальностей в Мурманской, Тверской областях и Республике Калмыкия. Компания «Алроса» в первом квартале этого года реализовала непрофильные активы на сумму 1 миллиард 210 миллионов рублей. Акции были реализованы в феврале на открытом аукционе. Это почти на 70 миллионов рублей выше их балансовой стоимости. Наиболее крупной сделкой стала продажа 100% акций санатория «Голубая волна», находившихся на балансе «Алроса». К настоящему времени сделка закрыта. В общей сложности в первом квартале было завершено отчуждение 21 непрофильного актива, включая доли в уставных капиталах дочерних обществ, объекты недвижимости и жилищного фонда. Всего в течение 2019 года планируется отчуждение 90 непрофильных активов общей балансовой стоимостью 6 миллиардов рублей. Стоимость реконструкции аэропорта «Полярный» в городе Удачный Мирнинского района Якутии оценивается более чем в 2 миллиарда 900 миллионов рублей. В частности, предполагается реконструкция взлетно-посадочной полосы и перрона, светосигнального оборудования, износ которого составляет 60%, а также ограждение аэропорта с контрольно-пропускными пунктами и техническими средствами охраны. Также планируется строительство автодороги и реконструкция электрической котельной 1985 года постройки. Кроме того, объекты транспортной инфраструктуры в аэропорту не отвечают требованиям, предъявляемым к обслуживанию маломобильных групп населения. Отметим, что в Удачном располагается одноименный рудник. Рейсы из аэропорта выполняет авиакомпания «Алроса». Аэропорт входит в состав федерального казенного предприятия «Аэропорты Севера». Авиакомпания S7 начнет выполнять полеты из Владивостока в Якутск с 5 июня. Рейсы будут выполняться дважды в неделю на воздушных судах «Аэробус А-320». В настоящее время полеты из Владивостока в Якутск осуществляет компания «Якутия». Рейсы выполняются на воздушных судах «Сухой Суперджет-100» трижды в неделю. Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 миллиона пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает 45 направлений, полеты по которым совершают 18 российских и зарубежных авиакомпаний. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.